генерального директора ЯТЭК, который сегодня подозревается в том, что у него коронавирусная инфекция. Из этих 5 4 это менеджеры ЯТЭКа, приехавшие из Москвы, и один уже местный работник, который контактировал с ними по своей службе. Все они уже изолированы сегодня ночью, так, в обсерватор. Сейчас проводятся работы по помещению в обсерватор. Порядка 100 с лишним еще дополнительно работников ЯТЭКа, которые уже имели контакты с этими лицами. Вот, все проводится строго в соответствии с законодательством, и установленным законом и правилами действия в таких ситуациях порядка. Еще раз хочу обратить внимание якутян, что на сегодняшний день ситуацию никак нельзя недооценивать. Надо быть очень ответственными. Самое главное сейчас, по возможности ограничить посещение общественных мест. Вот те же торговых центрах, к сожалению, там мы наблюдаем, что достаточно много людей находится, молодежи находится много. Мы закрывать их на сегодняшний день не намерены. Вместе с тем, конечно, ограничить посещение таких общественных мест людям надо уже исходя из соображений собственной безопасности, безопасности своих родных и близких. Прошу также якутян, следить за тем, чтобы дети во время каникул оставались дома, и особое внимание нашим пожилым гражданам, потому что коронавирусная инфекция, это видно по ее распространению по всему миру, наибольшую опасность представляет для пожилых лиц, для пожилых людей, поэтому к ним должно быть особое внимание. Еще раз хочу подчеркнуть, что возможности сегодня здравоохранения республики, они полностью отвечают тем потребностям, которые сегодня есть. Мы абсолютно сегодня оснащены и оборудованием, и необходимым запасом медикаментов. Поэтому с этой точки зрения я считаю, что ситуация полностью под контролем. Хочу также обратиться, сейчас, пользуясь тем, что у нас прямой эфир, к пассажирам, всем пассажирам рейсов Первый Аэрофлот, который вылетел из Москвы 10 и прилетел в Якутск 11 числа, это рейс Аэрофлота, и рейс авиакомпании S7, который вылетел из Домодедово вечером 12 и прилетел сюда утром 13. Всем обратиться на горячую линию управления Роспотребнадзора или горячую линию Минздрава Республики для того, чтобы мы получили ваши контактные адреса и место нынешнего местонахождения и вас проконсультировали по возможности самоизоляции. Потому что ряд лиц, которые сегодня у нас подозреваются в наличии у них коронавирусной инфекции, они прилетели этими рейсами, и не только бизнес-класса. Потому что вчера у нас был один подозреваемый, сегодня, еще раз говорю, их уже у нас 6. Вкратце такая на сегодняшний момент ситуация. По информации по анализу генерального директора ЯТЭКа сегодня мы пока еще не получили из Новосибирска официальное подтверждение. Вчерашнего дня изменен регламент предоставления такой информации, и вся информация о реальном уже наличии заболевания идет только через подтверждение Федерального оперативного штаба. Поэтому все документы находятся там. В течение дня мы ожидаем результат сегодня. Спасибо. Это был брифинг главы Якутии Айсена Николаева по эпидемиологической ситуации в регионе. Оставайтесь на нашем канале. Во всем мире идет борьба с коронавирусом. Каждый из нас может помочь победить эту болезнь. Главная мера – ответственное отношение к себе. Достаточно соблюдать простые правила профилактики. Чаще мойте руки с мылом. Не целуйтесь при встрече и не пожимайте руки. При кашле и чихании прикрывайте рот салфетками и после выбрасывайте их. Постарайтесь не трогать лицо грязными руками.